Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Бабхоев по итогам командировки в Москву проинформировал главу региона о договоренностях с федеральными ведомствами и департаментами в области реализации профильных нацпроектов и федеральных программ. В частности, министр доложил о планах реализации в республике таких направлений, как экологическая реабилитация земель, водных объектов и мусорных свалок, а также усиление контроля за лесными ресурсами и в сфере охраны животного мира. По его словам, в регионе реализуется ряд федеральных программ, которые ранее касались профильного комитета. В частности, это ликвидация законсервированных свалок в рамках ФЦП, ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы. Магомед Бабхоев отметил, что республика представила в Минприроды России соответствующие заявки и пакет документов на проведение всех необходимых мероприятий. Что касается экологической реабилитации водных объектов, министр отметил, что начатая ранее работа также будет продолжена. Далее речь шла об усилении контроля за лесными ресурсами и охране животного мира. Магомед Бабхоев отметил, что получил поддержку на встрече с заместителем министра природных ресурсов и экологии России, руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком. Заслушав информацию, глава региона подчеркнул, что руководители муниципальных образований должны максимально включаться в работу и защищать проекты, необходимые на их территории. У нас 4 объекта поданы в рамках национального проекта для включения в федеральный проект. Они у нас одобрены. На следующий год уже 2 проекта одобрены по ликвидации городской свалки Назрань и Сунжинской свалки, которая долгие годы доставляла много проблем населению, в том числе по созданию системы по обращению переработки отходов. Тоже у нас поданы соответствующие заявки. И на следующий год запланировано несколько проектов, в том числе переработки вторичного сырья, которого у нас не было. Это новое направление. Кроме того, по экологической реабилитации водных объектов тоже у нас направление продолжено. Мы в числе 2 субъектов, в которых вот эти вот объекты запланированы, тоже будем реализовывать в следующем году объект по экологической реабилитации водного объекта пруда в городе Назрань. Кроме того, вот те направления лесных ресурсов, охраны объектов животного мира, там у нас имеются такие серьезные проблемы, как отсутствие соответствующего оснащения в лесных хозяйствах, в лесопожарных центрах. По этим направлениям мы встречались с заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации Валентиком Иваном Владимировичем. Он лично обещал нам хорошую поддержку в этом направлении, в том числе и в рамках национального проекта и финансирования из средств резервного фонда своего. Это обеспечение необходимой пожарной техникой, лесохозяйственной техникой и вообще служебной техникой инспекторов. Инспекторы не могли нормально, надлежащим образом работу свою осуществлять. В рамках усиления контроля за лесными ресурсами мы планируем подойти системно, вплоть до того, что будут специальные мобильные группы сформированы, оснащенные всем необходимым и транспортом, и наделенные соответствующими полномочиями и вооруженные соответствующим образом. В общем, эту ситуацию мы намерены кардинально поменять. Кроме того, есть ряд проектов, не вошедших в национальный проект, но, тем не менее, они будут продолжены, реализация этих федеральных программ, в том числе особое внимание уделил как раз по доведению до населения вот тех мероприятий, которые запланированы, в том числе и администрации муниципальных образований, чтобы взаимодействие с ними наладить, чтобы они принимали в этом всех мероприятиях побольше участия и, соответственно, обеспечивали участие населения и общественности, обеспечить общественный контроль.